7 мая 1840 года в далеком заводском поселке Воткинске, что на Урале, в большой и дружной семье Чайковских родился мальчик, которому суждено было вписать в историю русской и мировой музыки огромную главу под названием Петр Ильич Чайковский. Он рос в замечательной семье, в атмосфере любви и сердечности. Отец Илья Петрович по образованию был горный инженер. Характер его был жизнерадостный и прямодушный. Мама Александра Андреевна была очень добра, но доброта ее была строгая. Воспитание, образование и основы культуры Петр получил в семье. Воспитательницей всех детей была Фанни Дюрбах. Именно Фанни заметила у Пети особые черты душевного склада, его одаренность и восприимчивость. Музыкальность проявилась у Пети довольно рано. Уже в 4-летнем возрасте он сочинил маленькую пьеску под названием «Наша мама в Петербурге». А вот в 5 лет он совершенно верно подбирал на фортепиано то, с чем его познакомила оркестрина. Звуки этого механического инструмента стали самыми сильными музыкальными впечатлениями в детстве мальчика. 8 счастливых, беззаботных детских лет прожил Петр Ильич в Воткинском доме. В доме, стены которого помнили веселье, озорные ребячьи голоса, робкое прикосновение к инструменту неуверенных пальчиков, импровизация и первая мелодия, которая рождала воображение будущего великого композитора. Всю свою жизнь Петр Ильич мечтал вернуться на свою родину. К сожалению, судьба не предоставила ему такой возможности, но воспоминания детства нашли свое отражение в его творчестве и реализовались в детском альбоме. Дили-бом, дили-бом, открывается альбом. Это не простой альбом, есть секрет в альбоме том. Акварель, мелок, гуашь и волшебный карандаш по страничкам не гуляли, ничего не рисовали. Ведь альбом наш музыкальный, то веселый, то печальный, сочиненный для ребят много-много лет назад. Автор этого необычного альбома – русский композитор XIX века Петр Ильич Чайковский. А вот идею создания произведения подсказали ему его очаровательные племянники. Это дети сестры композитора Александры Ильиничны и ее супруга Льва Васильевича Давыдовых. На протяжении многих лет Петр Ильич гостил в имении этой большой и дружной семьи. Каждый приезд дяди Пети для детей становился праздником. Прогулки в таинственно-сказочный лес Тростянка, запускание бумажных змеев, домашние спектакли, а по вечерам Петр Ильич рассказывал о своих путешествиях. Не оставлял Петр Ильич без внимания и успехи в музыке своих печук, так называл он своих племянников. Таня, Вера, Анна играли на фортепиано довольно бегло, а из младших незаурядные способности к музыке выказывал Володя. Именно для них Петр Ильич сочинил целый ряд маленьких пьес с заманчивыми для детей заглавиями. Появление этого альбома именно в Каменке было вполне закономерным, а потому цикл пьес для фортепиано получил название «Детский альбом». Посвящен он Володе Давыдову. В альбоме 24 пьесы, которые рассказывают об огромной и увлекательной жизни ребенка с его вечными ценностями бытия, с детскими играми, сказками. Есть в альбоме картинки настроения. В пьесе «Болезнь куклы» Петр Ильич показывает душевное состояние девочки, которая переживает болезнь любимой куклы, бережно ухаживает за ней. В печальной мелодии слышатся вздохи и слезы девочки, которая склонилась над любимой игрушкой.
Но вот печаль прошла. Девочке подарили новую куклу. Ребенок быстро умеет забывать о своем горе, и на смену слезам приходит радость. И вот уже наша героиня вместе с новой подругой закружились в вихре танца. А вот мальчики охотно играли в солдатиков. Они их выстраивали то для военного похода, то для торжественного марша. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Ребята, слышите знакомый звон? Нам пора закрыть альбом. Путешествие у нас получилось просто класс. Но мы не все узнали секреты детского альбома, который спрятал его автор Петр Ильич Чайковский. И потому, как услышим дилибом, вновь откроем мы альбом.